9 лет тюремного заключения. Национальный банк Республики Таджикистан подготовил проект поправок в Уголовный кодекс страны, предусматривающий наказание для тех, кто занимается незаконным оборотом валют. По мнению чиновников, такие жесткие меры помогут прекратить спекуляции на рынке и удержать рост курса доллара. Однако сами валютчики, которые перешли на нелегальную работу с декабря прошлого года, после закрытия всех пунктов в стране и введения ограничений, согласно которым валюту можно продать и купить только в банках, считают, что такие меры приведут только к ухудшению ситуации. Конечно, я недоволен таким законом. За убийство дают 6 лет, а за обмен валюты могут дать 9. На рынок это повлияет отрицательно. Многие уйдут из бизнеса, а кто останется, будут работать только со своими друзьями или знакомыми. В принципе, уже сейчас так. Курс валюты на черном рынке поднимается значительно, потому что конкуренции станет меньше. Однако эксперты говорят, что черные валютчики, а их из обменных пунктов в этот бизнес перешло более 800 человек, все же влияют на ситуацию, хотя это и не является решающим фактором повышения курса. В первую очередь здесь виноват кризис и падение российского рубля, а экономика страны сильно зависима от доходов трудовых мигрантов в России. Если эти обменные пункты в день осуществляют обмен доллара где-то порядка $1000, это получается 800 тысяч, а если уже 2000, это более 1,5 миллиона долларов. Это значит, что они влияют, и, естественно, можно манипулировать, можно уже повышать ставки на эти обменные пункты, они могут влиять на курс сомони. Если вот взять, что сейчас по данным где-то более 300 тысяч наших мигрантов уже не поехали в этом году в Российскую Федерацию, если они перевалили, скажем, $500 в месяц, тогда это получается там огромнейшее, это порядка 2 миллиарда долларов в год. Значит, что дефицит, естественно, у нас идет оттуда, и потом и начинается спекуляция над этим уже внутри рынка Республики Таджикистан. Рост курса национальной валюты сильно ударил по частным предпринимателям. Продавцы на рынках винят банки. Доллары для закупок товаров за границей можно приобрести только по завышенным ценам, даже в коммерческих финансовых учреждениях. Также, говорят торговцы, проблемы возникают с погашением кредитов. Цены на товары менять нельзя, иначе не купят. Рассчитываться с банками приходится по растущему постоянно курсу, который выше официального в среднем на 10-15%. Очень тяжело. Я например, взяла в банке суду, доллар тогда был 495-500. Сейчас он уже 880-900, и они погашение берут не по нацбанковскому, а именно по уличным этим, по 850, по 860, по 870, разные банки по-разному. Это очень тяжело. Например, у меня дом заложен. Если я не смогу, придется лишиться от квартиры, продать квартиру и отдать долги. Тянуть с таким вопросом долго не будут, поправки могут принять уже в ближайшее время, говорят эксперты. И тогда выяснится, как это повлияет на рынок валют. Кто окажется прав, черные менялы или главное финансовое учреждение страны.